Отсекает вас от... Ребят, мы такие же, как вы! Были когда-то. Позвоните мэру, пусть разрешит этот митинг уже наконец-то, а? Пускай приедет и разрешит митинг. Позвоните мэру! Что мы вам сделали? Что мы вам сделали? Что мы вам сделали? Сколько стоит совесть? 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 Сябры, мы находимся у Гомелі на каля цирка. Здесь собралися пратэстоўцы, чарговы адбываецца чарговы марш. Зараз будзе чарговы штурм. Уже выкарыстоўваліся светашумавыя гранаты, выкарыстоўваўся пярцовы газ. Людей тут каля 200 людей стоит. Вот уже стала сцепка. Люди, подойдите ближе. Стала сцепка уже. Алена, скажи, пожалуйста, тебе травили перцовым газом, так? Ну, немножко, да, попала. Попалась сюда. Печет очень сильно. Разрешай! 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 Ну, мы бачим, сколько тут спецназу находится. Человек 50. Да, напевно, стоит спецназу. Мы не победимы, пока мы едины. 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 Мы не победимы. Кому вы присягу давали? Помните присягу, парни! Кому вы давали присягу? Служи народу Республики Беларусь! Зарплату! Мы народ, вы должны нам служить, а не бить нас. Пора объединяться, хватит бояться, 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 пора Избегание задержаний, просьба разойти. Сябры, нагадаю, мы знаходимся ў Гомелі. Тут адбываецца марш пратэсту. Каля 200 чалавек сабраліся на каля цирку. Уже выкарыстоўваліся светашумавыя гранаты спецназаўцамі і перцовы газ. Мы один народ! 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 Ну,
Як ми бачимо, тут каля 50 спецназовців. Пакуль нічого не відбувається, ніяке таке супротистояння символічне. Протестовці стоять у щепці. Не шмат людей, на жаль, вельми не шмат людей собралось на марш протесту. Я нагадаю, що у минулий раз так само було каля 200 чоловік, і після яких було 30 чоловік були затримані. І многі отримали штрафи, ой, не штрафи, а сутки. Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Вы нарушаете требования, предусмотренные законом Республики Беларусь о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. С целью избежания задержаний просьба разойтись. Вы нам не даете гулять! Мы хотим гулять! А зачем вы Это ваши законы. Мы хотим гулять! Какой закон вас позволяет нас избивать? Статья 35! Свободу митингам! Конституция! 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 Сябри, нагадаю, це город Гомель, тут відбувається черговий марш протесту. Ну, Наколькі я ведаю, пакуль ще не було затримання. Были. Ага, от колега підказує, що були затримання. Використовувалися вже світлошумові гранати і гэта слезотечный газ. Ну, як ми бачимо, людей зовсім не шмат, недзе каля 200 чоловік бере уділ у марші протесту. Законы! Наши действия законны! 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 Скажите, а какие деньги законные? Алиса Щеракова, почему нам запрещают здесь собираться? Мы ничего не делаем плохого, просто стоим. Дякую. Это наш город! 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 Як ми бачимо, тут максимум 300 чоловік, максимум. Напевно, від 200 до 300 чоловік беруть уділ у марші протесту. Я рядом на Славься земли нашей светлое имя, славься народов братерский союз, наша любимая мать.
Милая мати, родима, вечно живи и бедней Беларусь. Разом с братами, мужно веками, мы боронили родный покой. Гордо узвися в ясные выси, снях переможный, радости снях. Больше ничего нам не надо. Мы люди мирные! Не отпускаем. Мы за Беларусь! 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 Сабры, нагадаю, мы знаходимся у Гомелі, каля цирку. Здесь відбувається марш протесту. Вот автозак так само курсирує, туди-сюди стоять спецназовці, каля 50 чоловік, вельми шмат міліції, по вулиці Советській було, зараз мусить їх сюди стягнули, шмат тихарей. Ось у такій ситуації, так проходить марш протесту у Гомелі 15 вересня. Уже відбулися кілька затримань. Спецназовці, амаповці використовували слезотечний газ і светошумові гранати. І я хочу сказати, що це відбулося упершиню у Гомелі, коли використовувався і слезотечний газ, і светошумові гранати. Раніше не використовувалося. Ми бачимо, що доволі нешматлюдний мітинг, доволі нешматлюдний марш протесту, кілька сотень чоловік беруть у ньому уділ. От Щепка вирішила пойти далі. Щепка почала доходити. Спочатку повернулися спинами, а тепер уже йдуть тварами. Ну, видать, зараз відбудуться затримання. Не трогайте, урод! Ты сюда! Сюда! Ми бачимо зараз, як дубінкою ударили чоловіку по окулярах, напевно. Зараз затримлюють Олену Давидову з червоно-білим стягом. Ось ця кабета з червоно-білим стягом – це Олена Давидова. І хтось чоловіку у твар ударив дубінкою. Не трогайте его! Отпустите! Что они сделали? За что вы поляли? Не трогайте! Не на руках! Ничего не стоит! Присягу давали за то, чтобы людей защищать! В аду гореть! Мамку для девочки не разговаривайте с ним, надо своих отбивать для похватания. Уважаемые граждане! Да никто не слушает! А ваши законы! Ну, ми зараз бачили, як затримали каля 10 чоловік. Целью избежания задержаний просьба разойтись. Я все вижу.
Не крутить руки, не выламывать руки! Недостойно народу себя не вести! Куда вы меня хотите аккуратнее? А там, да. Давайте опять цепочку выставляем. Як ми бачимо, зараз відбулися затримання, каля 8 чоловік були затримані, у тим ліку і Алена Давидова, вона була з БЧБ стягом Народної громади, зі стягом Народної громади. Так само я бачила, як, ну і напевно ви так само бачили, як спецназовець дубінкою по тварі, здається, у чоловіка були окуляри на очах, ударив протестовця. Кадетова. Яся, що зараз відбувається? Що волонтери роблять у такий момент? Мы сегодня с аптечками, а не с водичкой, потому что Ясь, покажи, де твоя аптечка. Як це все відбувається? страшно. Яся Дрозд, вона... Сегодня нужны маски, сегодня нужно молоко, потому что нам сказали промывать водой только очень долго. Были выстрелы, слезоточивый газ. Вот у меня бинты, смотри. Бинты успокоительные, кровоостанавливающие жгут, потому что я не знаю, чего ожидать, и никто не знает, чего ожидать. И это полный шандец. Сябри, я нагадаю, що сьогодні у Першиню був використований світошумові гранати і слізотечний газ. Тут без газа все нормально. Привет. Сука. Прости, пожалуйста, меня, конечно. Слов нету. Дети, бабушки, мальчики, девочки. А мы, знаете, что самое ужасное? А мы не готовы к этому. Потому что мы не воевать пришли. Мы пришли за свои человеческие права. Я вообще, пацифист. Была, кажется, до сих пор. Это позорище какое-то. Я хочу сказать вам, господа силовики, потому что вам говорят позор и все вот это, фашисты. Фашисты, я напоминаю, воевали против чужих. А в нашей стране, что самое важное, есть еще смертная казнь. Есть. И все будут наказаны, я уверена. Потому что этому всему недолго стоять. Мурхутка рухне. Живе Беларусь. Дякую, це була волонтерка Яся Дрозд, вона оказує допомогу. Вона оказує допомогу репресованим активістам, збирають харчову допомогу. Під час акції волонтери поять водою, поїли водою протестовців під час акції. Так само волонтери знаходяться біля ізолятора, зустрічають людей, які виходять з ізолятора, у яких немає, наприклад, телефон сів, або нема грошей, як добратися, і вони організовують транспорт для тих, хто відсидів адміністраційний арешт у гомельському ізоляторі. Ну ось, як ми бачимо, фактично акція скончилася, тому що відбулися такі доволі грубі, брутальні затримання активістів. Чоловік 10 вже сьогодні були затримані. І практика показує, що усім останнім часом вже вельми мало дають штрафи за уділ нібито у несанкціонованому масовому мероприємстві, а все більше дають адміністраційний арешт. І вже Гомельська ІЧУ переповнена, і частку затриманих по 23-34 вже перевезли у Чачерськ. Серед їх Василь Поляков, який отримав чергові 15 суток за уділ нібито у несанкціонованому масовому мероприємстві. Серед їх Світлана Нарскіна, яка була затримана у минулу неділю. Як ми бачимо, ось амаповці, не амаповці, а ГТ, спецназовці вертаються, віддать уже не дають, і будуть ще затримання.
Сёння упершыню, нагадаю, у Гомелі былі выкарыстаны слезатечны газ супраць пратэстоўцаў і светашумавыя гранаты. Вельмі шмат сёння ў Гомелі, прыватнасці на вуліцы Савецкай, вельмі шмат міліцыянтаў, ціхарей, спецназаўцаў і АМАП. Ну вот реально шмат, я думаю, што не менш за 300 чалавек, калі так агулам лічыць. Ну, отключите, я совсем по-другому с вами. Не могу, бо гэта онлайн-трансляция, не могу отключить, потом поразмовляю. Я хотел сказать, что, ну, видите, выбора нет у людей. Остается только вооруженное восстание. Нету выбора. Так что можете слушать. Не дают народу мирно митинговать. Толкают. Ничего не остается. Дякую за ваше меркаванне. Ну, мы бачым, тут засталася міліцыя яшчэ. Тут засталася міліцыя, так, чалавек, напэўна, 15. З аднаго боку міліцыя, з другого боку АМАП. Ой, не АМАП, а спецназ. АМАП быў на тым боку Савецкай, вось менавіта яны выкарыстоўвалі светашумавыя гранаты, слезатечны газ. А вось жа з гэтага боку Савецкай, з правага боку Савецкай, яны просто брутальна затрымалі. Спачатку пратэстоўцы, як мы бачылі, у шчэпцы стаялі, напэўна, ўсё ж такі стаялі даволі доўгі час, недзе каля 15 хвілінаў стаялі насупраць шэрагу спецназа. Добра, онлайн-трансляция, что-нибудь скажете? Ну, я не знаю, Травили газом. Я вот отстала от всех, потому что глаза, я не могла никак очухаться. Потом они с ребятами стояло, 2 боевых оружия у них было, 2 автомата, реально боих не резиновые. Вот. Шумовые эти гранаты. И, конечно, не знаю, людей немного. К чему такие меры, для чего? Як ви лічыце, каб людзей было багата? Сталі б яны выкарыстоўваць такія меры? Ёсць тут нейкая залежнасць? Думаю, что залежность есть, ну, зависимость есть. И мне кажется, нужно прекращать пятиться. Нужно просто идти и делать то, что мы делаем. Потому что наша такая слишком миролюбивая позиция, она не дает никакого толку. Я думаю, что бояться их не стоит. Нужно просто вот идти и на них не обращать внимания. И добиваться своего. Сколько можно. Дякую вам. Ну, як ми бачимо, що тут амаль не засталося людей. З одного боку каля 25-30 спецназовців, з другого боку каля 15 міліціянтів і амаль нема людей. Недзе каля 15 чоловік. Царь небесный, утешитель, истину, везде находящийся и все наполняющий, сокровищница всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и освободи нас от всякого греха, и спаси благой души наши и землю нашу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй наш народ, наставь, вразуми и направь на путь вечный. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, награди уста львам и свяжи руки тиранам. Богородица, покрой наш народ покровом Твоим и спаси нас от зла в сердцах наших и на земле нашей. Отче наш, сущий на небесах. Девчата, что зараз отбывалось, расскажите. Забирали людей, забирали молодых ребят, и старых, и всех подряд. Посмотрели, что уже можно взять людей немного. Вообще, это, конечно, вопиющий факт. Это фашизм, родился фашизм у нас в стране. Не боюсь даже этого сказать, потому что так относиться к народу, как сейчас относится наша власть, это не только неуважение, это презрение и ненависть к своему народу. И это только из-за того, что мы хотим правду, мы хотим, чтобы были выборы честные, мы хотим, чтобы нас не душили, чтобы нас не вот так вот не выжидали
не били палками этими. Я вот выхожу каждое воскресенье только за то, чтобы моим внукам так не досталось. Детей мы уже проморгали. Вот этим молчанием своим. То, что мы молчали, ходили или не ходили на выборов, вот равнодушно, потому что мы знали, что все равно за нас проголосуют и нарисуют сколько нужно. Но я сейчас за своих внуков, у меня внукам по 20 лет больше. Я не хочу, чтобы, простите, им палки дубинками били, палками изнасиловали и девчат, и ребят. Не простим мы никогда и будем выходить, даже если нас заберут в автозаки или еще куда. Потому что мы виноваты перед молодежью, перед своими внуками. Мы виноваты молчанием своим. Дякую вам. Дякую за ваше міркування. Просвета шумовые там что стреляли. День добрый. День добрый. Шли мы толпой, в общем-то, ни флагов, ничего, совершенно спокойно. И тут они видели, что толпа не остановится, и стали швырять где-то то ли 4, то ли 5 светошумовых гранат. И, говорят, еще распылили прямо газ. У меня до сих пор глаза болят, но не так, чтобы сильно. Одной девочке, похоже, вообще в глаза попали. Вот она с закрытыми глазами полностью шла. То есть фактически в Гомеле решили, видимо, повторить сценарий или Минский, или начало августа. Совершенно как это прямо, мальчики, видимо, из ОМОНа думают, что это компьютерная игра. Ребята, я к вам обращаюсь, это не игра. Вы против своего народа встали и стреляли в свой народ, не в какой-нибудь еще, которому вы клялись служить. Извините меня, это невозможно, это недопустимо. Дякую. Скажите, вы читали молитву зараз православную? Да, я читала молитву. Ну, я считаю, что против такого страшного геноцида, который, в общем-то, долго длится, и все эти ситуации, которые были вот сейчас, вот это время после выборов, это все у нас было в стране в не таком массовом и открытом, скажем так, формате. Геноцид у нас давно, он скрытый, полуоткрытый, полуприкрытый. Ну вот сейчас он страшно вылез наружу. И что тут сказать? Что тут сказать? Это такая какая-то очень мощная демоническая сила. Демоническая. Это, не божья сила, понятно. Вот. И здесь, в нашей ситуации, я считаю, что может помочь и совершить это дело только Господь. Но Господь ищет себе всегда соработников и соделателей истины, потому что есть Божий закон. Божий закон, он пересекается с гражданским законом очень сильно. И Бог всегда ищет себе соделателей, соратников, сторонников своего закона, правдивых, честных людей Божьих. И Он всегда призывает их служить правде Божьей. И вот поэтому, я считаю, что Бог обязательно завершит это дело. Он поможет, Он соделает, потому что мы против этой силы демонической мы физически никак не способны. Но у нас есть Дух, сила Духа Божьего, который нас призвал Бог отстаивать правду, веру, честь и совесть. И вот я считаю, что это Дух Божий, он должен завершить эту работу по освобождению нашего народа и нашей земли от этой темной силы. Дякую вам. Амінь. Дякую. Дякую. Ми бачимо, що акція вже, ця акція фактично скончилась. Я нагадаю, що як все у Гомелі відбувалося, люди зібралися недзе в районі цирка, була невелика колона, каля 200 чоловік, і на кожному скрижуванні стояли спецназовці, стояли амапаўцы. І упершыню, калі колона ішла по Советской, вот я зараз показываю это место, калі колона ішла по Советской, им перакрылі дорогу, вы можете крыху отмотать мой стрим назад, и гэта убачыць.
Не, вы гэта не можете ўбачыць. Я просто пачала крыху пазней ладзіць онлайн-трансляцыю. Вось прыкладна на гэтым месцы калоне перегарадзілі дарогу спецназаўцы і пачалі, адбыліся некалькі затрыманняў. Спецназаўцы выкарысталі слезатечны газ і спецназаўцы упершыню это адбылося, і спецназаўцы выкарысталі светашумовыя гранаты. Некалькі людзей пацярпела ад выкарыстання гэтых спецсродкаў. Потым людзі перайшлі, вось калона, зноў-такі паўтаруся, даволі нешматлікая, каля 200 чалавек, яны пайшлі, перайшлі дарогу на плошчы Паўстання і прыйшлі сюды на пляцоўку ля цырка. Гэта такая ўжо пляцоўка, гістарычна склалася, што сёлета падчас гэтых выбараў яна такое, все дэмакратычны двіж вельмі часта адбываўся менавіта тут, на гэтай пляцоўцы. І вось тут спачатку з аднаго боку стаяла шчэпка людзей, а з другого боку стаялі спецназаўцы, іх было каля 50 чалавек. Потым недзе людзі скандзіравалі розныя міты, розныя лозунгі. А потым гэты шыхт пайшоў на пратэстоўцаў, і яны не сталі ўцякаць, яны проста сталі ў шчэпку, сталі іх акружылі амапаўцы, сталі вычэпліваць па аднаму чалавеку. Вось гэта ўжо можаце паглядзець на маём стрыме. Сталі вычэпліваць па аднаму чалавеку, і была затрымана у тым ліку і Алена Давыдова. Аднаму чалавеку яны яго ударылі па твары дубінкаю. Здаецца, у яго былі акуляры нават на вачах. То есть затрыманні былі даволі брутальныя. Вось. І зараз ужо нікога амаль няма. Амаль нікога няма. І, сябры мои, я сканчаю нашу онлайн-трансляцию, потому что зараз люди разышліся і скончылася акцыя. Я нагадаю, что это был Гомель, акцыя марш пратэсту 15 верасня. І з вами была Ларыса Шыракова.